Прошло 25 лет с окончания Отечественной войны народа Абхазии и восстановления государственности. Сложно переоценить вклад первых трех президентов, с каждым из них связаны судьбоносные политические процессы. Александр Акапов в мае 2014 года ради сохранения государственности, не учитывая интересы круг людей, уходит в отставку ввиду избежания внутригражданской войны. В свою очередь, господин Хаджинба ради личных амбиций и интересов круга людей, его поддерживающих, привели наше государство в такое состояние. Говорить о истории, о новейшей истории и кто сделал какой вклад сегодня рано, но со дня окончания выборов в мае 2014 года прошло 4 года, 2 месяца и 6 дней. Хочется задать вопрос господину Хаджинба, что за этот период времени сделано, какие достижения. Пусть президент Хаджинба соберет общественность независимо от политической принадлежности и отчитается за проделанную работу. Какие обещания были выполнены и какие нет. Я думаю, там будет наглядно видно отношение общества, избирателей к нынешнему президенту. К сожалению, можно констатировать тот факт, что власть не способна осуществить свои полномочия. Одним из главных причин провальности президентства Хаджинба является предвыборный шлейф обещаний и торгов отдельными политическими группами, приведший к несамостоятельности и недееспособности нынешнего президента. Сделанные торги в 2014 году, дабы сместить законную власть законного президента и прийти к власти. Хочу сделать некоторые комментарии в адрес оппозиции, в частности, партии Амсахара. Мы много слышим претензий от наших граждан, почему не предпринимаются жесткие меры для отставки нынешнего президента. Хочу дать свои комментарии. В первую очередь для нашей партии, для оппозиции, не являются личные интересы и личные амбиции. Во главе угла для оппозиции, для партии Амсахара является наша государственность и интересы нашего народа. На протяжении 4 лет мы вели выработанную, отработанную оппозиционную деятельность, указывали ошибки власти, где и как нужно, что нужно исправлять. К сожалению, власть нас не услышала. Уверяю всех и присутствующих, и населения Абхазии, для жестких мер и силового метода смены власти нам необходимо 2 суток. Но мы не хотим подвергать, как сделал Хаджинба, опасности нашего государства. Оно до сих пор хрупкое, оно до сих пор не устоялось, хрупкое, как хрусталь. Мы в первую очередь хотим сохранить нашу государственность. И это первое. Слышим предложение городского собрания, районных собраний о проведении выборов весною. Солидарен с этим мнением и скажу почему. Выборы, они будут завтра. Будут они летом или весной, они будут, и будут очень жаркими. В положении на сегодняшний день социально-экономической обостренной ситуации, тогда, когда с каждым днем все больше и больше обнищает население, и в противовес тому, что нынешняя власть ради самосохранения и сохранения упорного желания сохраниться у власти и у финансовых потоков, пытается делать все, чтобы очередной раз остаться у власти. Хочется предупредить власть в лице Хаджинба и его сторонников в силу непринятия предложения общественности о проведении выборов весною, досрочном проведении, мы за собой оставляем право активной оппозиционной деятельностью. Но никогда мы не подвергали нашу страну, как это было сделано, еще раз повторюсь, господином Хаджинба, дабы достичь личных амбиций и интересов круга людей, которые его поддерживали. Главной мыслью ради стабильности и главной, по большому счету, выхода из ситуации является досрочная отставка президента. Мы это поддерживаем. В
первую очередь хочется поблагодарить всех присутствующих, пришедших выслушать очередной раз. Мы наблюдали, мы действовали, нас во многом упрекали, но самое главное, мы самосохранились. В отличие от нынешнего президента, мы активно общаемся с населением. На протяжении 10 лет он упорно собирал митинги, говорил о ситуации в обществе, в селах, в деревне. Сегодня мы абсолютно наблюдаем обратную картину. Люди активно обнищают. Из всего количества населения 1-2% населения богатеют, а все остальные просто наблюдают за происходящим. Самая главная беда – это беда социального расслоения. В Абхазии она сегодня активно наблюдается. И этому всему привел наш уважаемый президент Хадженко. Он должен уйти в отставку. Спасибо.